На днях Всемирная организация здравоохранения сообщила об обнаружении в Таджикистане как минимум 6 случаев заражения детей циркулирующим вакцинородственным полиовирусом второго типа или полиомиелитом второго типа. В заявлении ВОЗ сообщается о том, что случаи заражения детей были зафиксированы в Хатлонской области и Гисарском районе. Это дети, родившиеся в период с 2016 по 2018 годы. Полиомиелит – этот вид вируса, против которого еще с советских времен в Таджикистане всегда проводили вакцинации среди новорожденных детей. Но в чем же заключается особенность вновь обнаруженного вида полиомиелита? Давайте будем разбираться в этом вместе с экспертом Европейского офиса ВОЗ. С нами на видеосвязи из Копенгагена, из Дании, доктор Шахин Хусейнов, главный эксперт по проблемам полиомиелита в ВОЗ. Шахин, расскажите, пожалуйста, что это за вирус и чем он опасен? Здравствуйте, Хирамон. Спасибо, что пригласили. Циркулирующий вакцинородственный полиовирус второго типа, он появляется в ситуациях, когда большие группы населения не иммунизированы и санитарно-гигиеническая ситуация в тех регионах неблагоприятная. Несмотря на то, что дикий полиовирус второго типа считается ликвидированным, с 1999 года его уже не существует, циркулирующий полиовирус вакцинородственный еще проявляется из-за того, что использовалась живая вакцина против полиовируса вплоть до 2016 года. Этот живой вакцинный вирус, попадая в такую неблагоприятную среду, начинает мутировать и превращается в тот самый ЦРПВ второго типа, который мы наблюдаем в последнее время в странах Африки и в Пакистане и Афганистане. Так что вопрос о том, что когда он появится на территории нашего региона, это был всего лишь вопрос времени. Только за последний год в Афганистане зафиксировано 325 случаев ЦРПВ второго типа, а в Пакистане 100 случаев. И тот вирус, который был выявлен в Хатлонской области и распространился в Таджикистане, это вирус именно тот, генетически связанный с вирусом, который циркулирует в Пакистане. По вопросу вакцинации мы еще поговорим. Скажите, чем этот вирус отличается от известного в народе полиомиелита? В чем он выражается? Он отличается всего лишь происхождением. Ведет он себя так же, как дикий полиовирус. Это тот же самый полиовирус, который появился в результате мутации препарата, который используется в вакцинах. То есть ведет он себя так же, признаки такие же, он также, к сожалению, поражает центральную нервную систему и приводит к параличам у детей. То есть паралич касается нижних конечностей? Основным признаком полиомиелита является острый вялый паралич. Острый, потому что он развивается очень остро, то есть с температурой, с кишечными проявлениями, и вялый, потому что при этом основным признаком является вялость в конечностях. То есть паралич поражает конечности, в основном нижние конечности, но может затронуть также другие части тела в зависимости от того, где в центральной нервной системе происходит развитие этого вируса. В основном это нижние конечности. Почему возникла ситуация с отсутствием вакцины против этого вида вируса? Поясните этот пробел, который касается именно возраста детей 3-5 лет. Период с 16 по 18 год во всем мире наблюдалась глобальная проблема с поставками инактивированной полиовакцины. Вакцины не хватало нигде, все страны одновременно, более 170 стран одновременно вводили эту вакцину в употребление, и производственной мощности просто не хватали. Тогда было принято решение приоритизировать поставки вакцины в те страны, где риск был намного более выраженным. То есть в основном эти вакцины шли в страны Африки, Южной Азии и так далее. Европейские страны, мы говорим сейчас о странах, 4 странах Центральной Азии, плюс 2 страны на Южном Кавказе, они были
классифицированы как страны низкого риска, и поэтому поставки вакцин в эти страны были отложены на потом. Таджикистан внедрил инактивированную полиовакцину в июне 2018 года. К сожалению, те дети, которые родились в промежутке между 16 и 18 годами, они не получили защиту от второго типа до последнего времени. Вакцинация этих детей была проведена вот сейчас, недавно, то есть с 15 по 20 февраля в Таджикистане прошла кампания, где все эти дети были вакцинированы. Но мы знаем, что вот все эти случаи, которые были зафиксированы, они были зафиксированы в промежутке между ноябрем прошлого года и февралем этого года. То есть это те дети, которые по тем или иным причинам были не вакцинированы. Или они родились в тот промежуток, или же по каким-то причинам их родители решили, что детей лучше не вакцинировать. Такой вот вопрос. Может ли этот вирус передаваться взрослому человеку? И каково сейчас состояние этих 6 детей, чей диагноз уже подтвержден? Да, этот вирус может передаваться взрослым людям. Мы помним, как полиомиелит поражал большие прослойки населения в прошлом веке. В нынешней ситуации мы не считаем, что опасность распространения на другие возрастные группы большая, потому что до последнего времени в Таджикистане проходили массовые кампании против полиомиелита, рутинная вакцинация, в принципе, тоже на очень высоком уровне. Поэтому невакцинированных взрослых людей в Таджикистане сейчас, даже если есть, то их количество минимальное. Ну, получается, эти дети, они несут своеобразную угрозу таким же другим детям, которые не получили эту вторую вакцину? Вы это очень хорошо заметили. Даже дети, которые получили инактивированную полиовакцину, они защищены, но у них вырабатывается так называемый иммунитет в крови. Для того, чтобы предотвратить распространение полиовируса, нужен иммунитет, который вырабатывается в кишечнике, потому что мы знаем, что распространение этого вируса орально-фекальное, то есть через стул он попадает в окружающую среду. И поэтому единственным способом защитить население от трансмиссии этого вируса является использование оральной полиовакцины. И в данный момент то есть это капли? Нужно просто пить капли, которые... Это капли. Вот есть ли в Таджикистане сейчас эти вакцины, то есть против циркулирующего вакцина родственного полиовируса, и бесплатны ли они, то есть доступны ли они для населения? Есть 2 вакцины. Одна вакцина – это инактивированная полиовакцина, которая, как я уже сказал, защищает индивидуум, но не защищает население. То есть ребенок, вакцинированный инактивированной вакциной, если в его организм попадет вирус, у него не будет паралича, но он будет продолжать его распространять, может его распространять. Вакцина-то есть, и все дети привиты. Оральная вакцина, то есть капли, о которых вы говорите, страна сейчас готовится к ее использованию, и эта вакцинация намечается в ближайшие недели. То есть я думаю, что до конца апреля будет вопрос решен, вакцина будет поставлена в страну, и вот тогда мы надеемся, что в результате вот той кампании, которая будет проведена, все население Таджикистана будет защищено. Конечно же, это будет все бесплатно. Все вакцины, которые есть в стране, они всегда бесплатны. Они будут предоставлены ВОЗам, да, я так понимаю? Они предоставляются глобальной программой по эрадикации полиомиелита. Это партнерство, в состав которого входит и ВОЗ, и ЮНИСЕФ, и Ротари, и другие партнеры. Мы обращались, наши коллеги в Таджикистане обращались к чиновникам из Минздрава. Они обещали на этот вопрос ответить, пока ответа мы не получили. После того, как выяснилось или подтвердился диагноз у этих 6 детей, как себя ведет Минздрав Таджикистана? Ведет ли он какую-то объяснительную работу среди населения? Потому что я считаю, что в такой ситуации любая семья, любая мама, которая воспитывает детей, она обязана знать, как себя вести. Что предпринимают власти в Таджикистане сейчас в данной ситуации? Ситуация в Таджикистане, она находится
под надзором, под присмотром руководящих органов страны. То есть очень, очень серьезная ситуация, и с большим вниманием правительство к этому относится. В Министерстве здравоохранения создан штаб по реагированию на эту вспышку. Штаб включает в себя структуру здравоохранения, а также партнерские организации. И в данный момент этот штаб очень интенсивно работает над тем, чтобы подготовить и провести вот те самые ответные меры, о которых я говорил, то есть кампанию. Там очень много компонентов по готовности к использованию вот этой оральной вакцины. Коммуникационный компонент там же, то есть я думаю, что и информация для населения будет доводиться в надлежащем порядке. Дети, о которых... Я не ответил на ваш вопрос о том, как себя чувствуют дети. У них до сих пор есть, конечно, остаточные параличи, то есть слабость наблюдается, но ни один из этих детей не находится в тяжелом состоянии. У них есть шанс встать на ноги, выздороветь, как вы думаете? Мы очень надеемся. Полиомиелит, в принципе, это болезнь, которая не излечивается, но вот этот признак, основной признак, то есть паралич, его можно свести на нет с использованием реабилитационных методов. Шахин, такой вопрос, я, может быть, немножко повторюсь, но я считаю, что это очень важно, потому что об этом должны знать как можно больше людей в Таджикистане, особенно родители. Что сейчас вы порекомендуете делать родителям детей, особенно тех, кто родился в период с 16 по 18 годы? Те, которые не знают, имел ли их ребенок такую вакцину, получал ли он такую вакцину или нет. И вообще, раз уж возникла такая новая угроза. Если родители знают, какие вакцины получали их дети, хорошо. Если они не знают, они должны обратиться к своим участковым врачам, к своим терапевтам, к своим врачам и выяснить, получал ли ребенок защиту от полиомиелита. Если ребенок родился до 16 года, он должен был получить оральную трехвалентную вакцину, то есть капли, которые защищали от всех трех типов полиовируса. Если ребенок родился в промежутке между 16 и 18 годами, этот ребенок должен был в феврале получить вакцину ИПВ. Если ребенок родился после 18 года, ему все равно должны были сделать этот укол в 4 месяца против полиомиелита. В любом случае, родители должны проверить, получал ли их ребенок защиту от полиомиелита второго типа. Если нет, желательно как можно скорее сделать вот этот укол инактивированной полиовакциной, а также обязательно все дети, родившиеся после 2016 года, должны принять участие вот в той кампании, которая намечается на конец апреля, начало мая. Шахин, такой момент. Я допускаю, что в некоторых семьях возможна такая ситуация, когда просто отсутствует медицинская карточка, медицинская книжка, и существует определенный пробел в этом моменте. Можно ли определить наличие этого вируса, не вируса, а вакцины в организме этого ребенка посредством сдачи анализа крови? То есть просто простой совет обычной семье. Вот у них нет этой информации, как им поступить? Вы знаете, легче будет сделать укол, лишний укол. Что, это не навредит? Да, Нет. Это процедура дорогостоящая, то, что вы сказали, тестирование, анализ крови на наличие антител. Это дорогостоящая процедура, и если нет уверенности, что ребенок получал вакцину, лучше ее сделать. Количество вакцин, эта вакцина не вредная, то есть ее можно сделать любое количество раз. То есть даже если нет подтвержденных данных, если родители не уверены, что у ребенка была вакцинация, то лучше ее сделать. И об обнаружении случаев заболевания детей циркулирующим вакцинированным полиовирусом в Таджикистане сообщается в период, когда Таджикистан, как и остальные страны мира, находятся в состоянии борьбы с коронавирусом. Может ли эта новая угроза как-то сказаться на процессе пандемии? На процессе пандемии это не скажется. Но, конечно же, это потребует дополнительных усилий от системы здравоохранения, потому что мы знаем, что сейчас весь фокус Министерства здравоохранения, системы здравоохранения в Таджикистане – это на вакцинацию против COVID. Вакцинация против COVID началась на прошлой неделе.
Ответные меры на вспышку полиомиелита – это, конечно же, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения. Что касается самой пандемии, то эти две болезни не связаны. COVID – это поражение легочной системы, полиомиелит – это поражение центральной нервной системы через кишечник. Совершенно разные возрастные группы. То есть вы знаете, что COVID в первую очередь поражает, и вакцинация будет проводиться для взрослого населения, в то время как при полиомиелите нашим фокусом ответные меры будут проводиться для детей до 5 лет. Да, то есть эти две болезни не связаны, но, конечно же, нагрузка на систему здравоохранения есть. И мы надеемся, что тот механизм планирования, который в данный момент запущен, он позволит снизить эту нагрузку. Мы надеемся, что до момента, когда начнется ответные меры против полиомиелита через несколько недель, к этому моменту основной этап вакцинации против COVID будет уже завершен. Спасибо. На наши вопросы ответил Шахин Хусейнов, главный эксперт по проблемам полиомиелита в Европейском офисе ВОЗ.